Жарким июньским днем 2013 года Шамиль Абдулаев вышел после молитвы из дома родственника вместе со своим другом и тезкой Шамилем Закаригаевым. Однако по Махачкалинской улице они успели пройти всего около 500 метров. Потом очевидцы рассказали, что к молодым людям подъехали 3 машины, из которых выскочили вооруженные люди и открыли стрельбу. В упор выстрелили, подстрелили, он упал. Закаригаев упал. Когда подбежали к нему, еще раз 2 раза в спину выстрелили. Моего брата Абдулаева Шамиля закинули на заднее сиденье белой приоры, а Закаригаева закинули в багажник белой приоры и на скорости уехали. Это все происходило в течение 5 минут. С тех пор, вот уже более 3 лет, Сидрат безуспешно пытается найти своего брата и людей, которые пытаются выяснить, что же случилось с их родными, в Дагестане все больше. После очередной волны исчезновений молодых людей, когда по данным правозащитного центра «Мемориал» только за 3 недели этой осенью в Дагестане были похищены 12 человек, родственники пропавших объединились в движение «Сердце матери» и вышли на центральную площадь дагестанской столицы. Раздеты в одних футболках, забрали детей. В одних футболках, на голую ногу, тапочках. Уже такие холода, где содержатся, чего, мы даже ничего не знаем о них. Хоть элементарно, один вообще болеет. Как можно? На уколах сидел ребенок. Даже это они не говорят. Просто человеческое вот осталось у этих людей или нет? Изначально, у них что, детей нету или что-то? Я вообще не понимаю. Официально расследования исчезновений людей идут и проводятся следственные мероприятия. Матерей призывают набраться терпения и молча ждать результатов. Однако даже те, кого эта беда коснулась лишь недавно, не верят в действенность расследований. Мой сын похищен. Джамалуддинов Шамиль Магомедович, 90-го года рождения, город Хасавюрт. Моего сына похитили 4 октября. Почти месяц, как людей похитили. Есть там люди, которые похищили 3 месяца, и 4 месяца, и 5 месяцев. Люди, матеря ходят, плачут здесь везде по всем инстанциям. И никаких действий, никаких положительных для нас сдвигов мы не видим в этом их работе. В тот же день был похищен и двоюродный брат Шамиля Камиль Джамалудинов. 4 октября 2016 года он приехал с 2 товарищами, которых звали Клыч-Клычев и Гасейн-Гасейнов, на станцию техобслуживания автомобилей на Махачкалинском шоссе в Хасавюрте. И вот в тот момент я вот разговаривала, и он мне сказал: мама, вот через немного мы заканчиваем уже, скоро я буду дома. И последние слова, которые я, его крик: «Клыч, Клыч». Но потом уже последующие, я не могла дозвониться ни до него, ни до товарища вот Клыча. Потом уже где-то ближе к 8 часам мне пришли, сказали, что их похитили. Как рассказали матери работники станции, из подъехавшего черного ленд-крузера с тонированными стеклами вышли несколько вооруженных человек в гражданской одежде, говорившие по-русски без акцента. Некоторые из них были в масках. Не представившись, они схватили Камиля, Клыча и Гасейна, обмотали скотчем сопротивлявшихся и затолкали их в свою машину. «Ладу 2114», принадлежащую Камилю, они забрали с собой. Во всех случаях машины похищенных тоже исчезают бесследно. Верните наши стволы! Если виноваты, наказывайте по закону! В последнее время в Дагестане митинги родственников похищенных идут один за другим, но результата они пока не приносят. Элементарно не могут сказать, что задержаны и по какому подозрению. Ни один представитель правоохранительных органов не выходит нам и не говорит. Это не совсем так. Полиция наблюдает за каждым проходящим митингом, а матери пытаются достучаться сквозь мундиры до сердец силовиков. Скажите нам, если есть, дайте нам понять, наши дети за что воровали, Но находящиеся при исполнении полицейские строго придерживаются буквы закона, по крайней мере, на центральной площади города. Я вам предлагаю, чтобы вы не занимались здесь незаконными вещами, не проводили в нарушении закона публичных мероприятий и покиньте площадь самостоятельно. Если вы этого не сделаете, я еще раз говорю, я буду принимать законные меры. Сестра Шамиля Абдулаева говорит, что занимающиеся делами похищенных силовики не всегда оперативно реагируют на информацию. Вначале очевидцы говорили все как было,
Первую неделю как-то рассказывали. Следователь ни один не пошел. Все 3 следователя, мы как бы за руку их туда брали, ни один не пошел. Участники митингов заявляют, что многих женщин запугивают и заставляют отказаться от идеи продолжать поиски пропавших. Я осуждаю тех матерей, которые, испугавшись правоохранительных органов, они все-таки, мы знаем, и не понаслышке, как они их и пугают, и бьют бывают, и всячески преследуют, всячески как-то наказывают. Отчаявшиеся родственники пропавших молодых людей уверены, что по отдельности у них нет шансов добиться какой-либо информации, и только вместе они готовы противостоять давлению. Вся улица, все знают, все видели. Но потом уже, когда со следователем мы начали туда ходить, как-то уговорили, взяли и собрали туда, все отказались давать показания. Потом один из сыновей этой матери, очевидца, сказал, конечно, говорит, они вам не дадут показания, потому что приходили, всех пугали. Органы приходили, всех пугали. Мы не остановимся. Какой бы исход у наших детей не было, мы пойдем дальше, до Европы дойдем, до Страсбурга. Мы это так не оставим. Мы Дагестан прославим. Наши дети, ихний бизнес, ихние отчеты, ихние бюджеты, ихние звезды. Нам нужны только наши дети. Прекратите в Дагестане красть молодых, здоровых ребят. Вахабисты нужны, ходят по земле.